прямом эфире программа «Новости», в студии Луиза Хатуева, и коротко о главных событиях этого дня. Парад олимпийцев. В Грозном чествовали участников Олимпийских игр. Очистить российские водоемы. В Мартанчу прошел масштабный субботник. Больше не авиационная. Одна из центральных улиц Грозного теперь носит имя 25-летнего офицера, погибшего в Сирии. День солидарности в борьбе с терроризмом. Чеченская республика смогла противостоять этому злу и победить в нем. В Грозном вспоминали погибших героев. В Грозном состоялся масштабный парад чеченских спортсменов. Более 1000 бойцов по разным видам спорта вышли на марш, чтобы поддержать участников Олимпийских игр в Рио, которые представляли Чечню. Для них также организовали праздничную концертную программу в ресторане «София». Обо всем по порядку. Хамзат Аюбов. Одно только участие в таком количестве на Олимпийских играх для маленького региона уже успех, тем более, что весь спорт здесь буквально заново родился чуть ли не 15 лет назад. И вот сегодня олимпийцев, уроженцев Чечни, сразу 7 человек, и было бы больше, если бы не раздутый мировой скандал вокруг российских спортсменов, многие из которых в итоге так и не допустили к играм. Исламбек Альбиев, Анзор Балтукаев, Адлан Абдурашидов, Абти Авхадов, Альберт Саритов, Адам Алигов. Вряд ли во всем мире найдется хоть один любитель спорта, который не слышал эти имена. Сотни жителей Чечни сегодня вышли на улицы, чтобы отдать дань уважения спортсменам, которые на главной мировой арене защищали честь страны и своего региона. Вместе с олимпийцами и глава Чечни колонна проехалась по главным улицам Грозного. Ближе к ресторану «София» участников прошедшей Олимпиады встречает живой коридор из обычных спортсменов, представителей практически всех популярных в регионе видов спорта. В руках у собравшихся плакаты с изображениями виновников сегодняшнего торжества, тех, на кого они сами стараются равняться. В своем выступлении Рамзан Кадыров отмечает, что еще недавно никто не верил в такие успехи. Чеченский регион в короткий срок громко заявил о себе, не только в спорте. Дальнейшая задача – утвердиться на этом уровне. داك ايش ويتعاتى ايش دار مولادون ودائم تعدو دونا دائم ويتاخر دو اعمل عشوين دائما بدنا طول من يقبو دلع دونا وين دونا خاديش دقه حدنا نشوحه طول باق اربعتينا اعمل سال سوق عليك ديش دونا دونا وي اول دق دوس نوخشل طول ويز دا ديسيدن دكم دلع نوخشل طول دونا دلع دونا صبوسل بخل طول ويز دا ابوسل بخل طول ديك دونا دلع دا لبو دنا نشوحه بوصل ناخ كيرس نا تطير قيتن بيت وشابا كادو قيمة ديان بوصل ناخ شيخ قيتن بيت مشديلي وشابا تون دير إخاء ديز ومسا دون تون دير مسا وقاحية قاد ديز ومسا دون ومخ دون وقوم دون ديكس اياك ديز دون وسبورتسمانش أولمبيش ودون رسيح يوروبيا ميريا مصر متى ديك ومخ تياك وقوم تياك وبشحال تياكش داك دابغنج متى وين يروح أمبيش و دون چمپیونات رسید و یک ریمسکی بر بدون و یه چینا دون و البی دون داکا و دون
انظر بولتوكاس وين بيمبل يوقع وين دونه عبد الرشيد وحلقة شو وين بيمبل يوقع دونه وين مثلا خاش دو دلع دونه تزبعنا شيء بيدونه هم نسوش دات ترن وين هينس خلال الأولمبياد مثلا دونه نتولك هوكار إخوش بالأولمبيش دون تشامبيونش بودوش تشامبيونش دون مثلا يوتش داك وين دونه ملخش متع دونه نقوله ويش خلديش دوك وين دونه وين قوش بدري دون предвзятые отношения дон целой Российской Федерации дон до конца дон وين دون олимпийцы дон не давали надежду, что они будут участвовать до конца давили дон психологически давили дон и плюс дон судья дон البيو لتشين دون وين إذا وين قوش درد نحكي دون أربك أدول ويشوات متول ويشوات حق ويشوات دون إذا دون لتشين دون شو تعلت عم قديش دات دون إذا لت دون طولن باق لقوال ويشو دون شو دقع تعلت عم خل ديش دات شو دل دار مولا دون وي ناقوش ويجلس كوبو هراك دون إيش دون تغن دون خيلك شادرك ديتسنا كسوق أحيا جوانا يو أيوة صرنا عش كعدانا وأيل بورتيح مصو دعلا دانا زمي وقو تج زدا بيردانا إيش كرهت قبل بلل دانا ويجاك عم بيزبوخ هنا تيجي أتو وزموش يخا ويدان تيجي مكش الله يو تكنيكا يو مصو أقوى يو ويدانا يلي الأصل يسوس دواتيش دانا لكن ترى كاك ديك كده دانا وريسبوبليكا سبورتن يش ديماني يو سونا دانا هوش وی مسیر دیای برکتیله دان داره دانه ایس اتو باش مسو وچم نه دان لردیش ده دوال وی سلخن وی دانه سپورت علت ایش کمیل دیر دای تعاطیش واتر دان بویس دان المپیادی وان نخچو المپیاد لچ شاوگ نخچی دانه سوز نیوان دیر دوش فرق دانه بویس تولیت عباش شاوگی ترى قي يلا نخچی دانه المپیاد خیلر دقيقي بغبيش والابتي خل ادم خل بغبيش بش دقا несправедливость دون в отношении Российской Федерации دون к спорту дон تا политизатор бандош спорт дон бغبيش بسبغر бандош وي دون кандидаты дон на олимпийские дон игры дон я ворк дон нохши хилер дон что говорит уже за короткое время мы заявили о себе дон мы состоялись дон во всех дом направлениях тундел дон да мола дон мы будем утверждаться дон да да беркат юэл да рету бол да босо вот Аллаху акбар Аллаху акбар Аллаху акбар. Участники Бразильской Олимпиады получили сегодня медали, не спортивные, а за заслуги перед Чеченской Республикой. Также из рук Рамзана Кадырова спортсмены получили ключи от 7 новых автомобилей. Первым свою порцию бурных оваций получил бронзовый призер Олимпиады 2016 Альберт Саритов. Борец вольного стиля выступал в Рио за сборную Румынии. Медали получили и чеченские тяжелоатлеты, члены сборной России, которые Международным олимпийским комитетом не были допущены к играм. Аптиавхадов и Адам Малигов. Уже в зале спортсменов ждал торжественный ужин и концертная программа от звезд местной эстрады. Рамзан Ахматович, герой России, глава Чеченской Республики, устроил нам сегодня такой праздник для всех спортсменов, для всех олимпийцев. Дорогие подарки нам подарил. За это, конечно, огромное спасибо. Мы не ожидали, мы не думали. С его стороны поддержка всегда, не только когда мы выиграем, но и тогда, когда у нас бывают вот такие провалы на соревнованиях. Приятно было сегодня, что глава республики нас поддержал в такой нелегкий момент. Молодой, тренировка, я с мамой, дальше тренировка, пока их жабер результат, пока их говорил мотивацию, что любой условие. Результат, внимание, что любой человек внимание угадает. Основание то, что на тебя такие очень большие надежды возложены. Просто даже осознавая то, что Рамзан Ахматович ждет от тебя победы, дает тебе дополнительную нагрузку. На этом празднике даже стыдно находиться, честно. Столько уважения, столько всего он делает для спорта, и от нас требуется просто хорошо отбороться. Впервые вайнавские спортсмены приняли участие в Олимпийских играх еще в 1988 году в Сеуле. Чемпионами за всю историю становились около 10 человек. Один из них, трехкратный чемпион Олимпиад Буайсар Сайтиев, сегодня присутствует в зале. Глава Чечни попросил молодых спортсменов равняться именно на таких великих людей, которые не только выдающиеся чемпионы, но и настоящие мужчины. По завершении концертной программы в честь чеченских олимпийцев Рамзан Кадыров сделал памятную фотографию с участниками состязаний в Рио. А завершился торжественный вечер с салютом. Хамзат Аюбов, Мансур Саев, Данил Ховхаров при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.
Одна из центральных улиц Грозного теперь носит имя Героя России Александра Прохоренко. В этом году 25-летний офицер погиб в Сирии в борьбе с террористами. Решение увековечить память героя было принято Рамзаном Кадыровым. В его честь была открыта и мемориальная плита. Седа Сапарова о ратном подвиге героя. Больше не авиационная. Мемориальную доску установили на стене здания, которое сегодня получило новый адрес. Эта улица теперь носит имя Александра Прохоренко. Грозный уже второй город, в котором увековечили память героя. Возложить цветы и почтить память офицера, погибшего в Сирии, собрались депутаты третьего созыва, школьники и общественники. Испокон веков герои, память о героях чтили, память о героях всегда жила. И в новейшей истории, вы знаете, очень много примеров геройского самоотверженного проявления любви к родине. В том числе примером для нас является и герой России Ахмат Хаджи Кадыров. И я думаю, это не случайно, что именно в Грозном, в Чеченской Республике, назвали улицу, переименовали улицу в честь героя России Александра Прохоренко, так как память о героях у нас традиционно чтят и хранится в памяти людей. Для сегодняшнего поколения «Вызываю огонь на себя» звучит как военное ретро. Подвиг Александра Прохоренко показал, что так бывает и сейчас. На момент гибели старший лейтенант сил специальных операций провел в Сирии 2,5 месяца. Русский Рэмбо. Так окрестила его западная пресса. Но едва ли о каком-то Рэмбо думал этот 25-летний парень из Оренбургской области. По корректировкам Прохоренко наши самолеты нанесли немало успешных ударов. Потом боевики засекли укрытие офицера, окружили. Взять авианаводчика – это не только обезопасить себя от налетов с воздуха, но и хорошо заработать. За таких пленных террористам щедро платят. Александра хотели взять живым, и он это понимал. Понимал и то, что он непростой солдат, знает слишком много. Из него попытаются вытянуть максимум информации. Его выбор был умереть с честью, забрав с собой как можно больше врагов. И он забрал. Указом президента страны Владимира Путина Александр был удостоен звания Героя России посмертно. Для переименования столичной власти выбрали одну из главных улиц Грозного, протяженностью почти в километр. Это оживленная и благоустроенная улица, которая пересекается с главной магистралью, ведущей в аэропорт. Здесь же расположенный парламент Чеченской Республики. Но таблички с именем героя Александра Прохоренко здесь уже появились. Принять участие в церемонии родители Александра Прохоренко, к сожалению, не смогли. Слишком пошатнулось их здоровье после смерти сына. Дочь Александра Прохоренко появилась на свет спустя несколько месяцев после смерти офицера. О подвигах отца маленькая Виолетта, к сожалению, сможет узнать только от родных и близких. Седа Сапарова, Адам Чекуев, Шамиль Эпиев и Дани Хавхаров. Новости. Героев современности, погибших, защищая мир и спокойствие страны, вспоминали и в мемориальном комплексе «Аллея славы». Здесь прошло масштабное мероприятие, приуроченное празднованию Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Почтить память всех тех, кто отдал жизнь, выступив против экстремистов, собрались представители молодежных организаций, общественники и работники различных министерств и ведомств. Луиза Андеева продолжит. Эту трагическую дату в России начали отмечать после известных событий в Беслане в 2004 году. Тогда одну из школ Северной Осетии захватили террористы. За 3 дня погибло 314 человек, большинство из них дети. Однако Чечня с проблемой терроризма столкнулась еще раньше. В конце 90-х и начале 2000-х в республике, которая называла себя свободной, собрались ваххабиты и бандиты всех мастей. То, что у нас в республике происходило на тот период, из 53 стран бандиты, террористы находились в республике. Министр внутренних дел Руслан Алханов вспоминает, тогда за дело взялся Ахмат Хаджи Кадыров, человек, реально столкнувшийся с признаками терроризма. На всех встречах тогдашний муфти Ичкерии, осознававший опасность создавшейся ситуации, призывал изгнать из республики ваххабистов. Не послушались. В итоге на территории Чечни возобновились боевые действия, конец которым положил опять-таки Кадыров. Что же хочет Кадыров? Кадыров хочет не остановить войну, а закончить войну, чтобы вы все поняли. Его останавливали в 1996 году, а нам надо закончить его. Это большая разница, остановить или закончить. Когда мне задали вопрос, вот, ну, ваша цель остановить, я говорю, нет, моя цель не остановить войну, моя задача закончить его, раз и навсегда. Нам удалось вместе с федеральным центром переломить им хребет,
мы их уничтожили. Террористы не имеют права диктовать условия народу, а также миру. Террористов, где бы они ни были, с ними разговор должен быть один. Уничтожать, задерживать, сажать за решетку. Переломили не то слово. Пессимисты и так называемые «дальновидные» в кавычках политики, наверное, до сих пор не могут поверить своим глазам. Чечня победила терроризм. Больше того, стала примером для стран мира в методах борьбы с этим злом. Нонсенс, но очевидный. Мы избрали тему противодействия терроризму и экстремизму в качестве первого вопроса для обсуждения. Символично, что данную проблему мы обсуждаем в Грозном, столице Чеченской Республики, реально столкнувшейся с наиболее ужасающими проявлениями этого зла. Чеченский народ, являющийся неотъемлемой частью многонациональной России, смог правильно использовать открывшиеся возможности и воспитывает новые поколения граждан на позициях категорического неприятия экстремистской идеологии, чуждой всему здоровому международному сообществу. И уж совсем кульминацией борьбе с терроризмом стал Международный форум служб безопасности, прошедший в Чечне в мае этого года. 75 стран мира объединил регион, на развалины которого без ужаса нельзя было и смотреть. В суперсовременном, а главное в мирном Грозном, обсуждали, как удалось добиться таких результатов за короткое время. Но мир в регионе наступил вовсе не по взмаху волшебной палочки, а усилиями целого народа, во главе которого стал мудрый и целеустремленный человек, который самым первым провозгласил лозунг «Смерть террористам». Чеченскую республику выбрали в качестве плацдарма по развалу России. Здесь на небольшой территории находились вооруженные до зубов бандиты, профессиональные диверсанты, террористы, сотрудники спецслужб из 50 стран мира. Они взрывали жилые дома, захватывали больницы, школы, убивали учителей, врачей, руководителей районов и населенных пунктов. Для них не было ничего святого или заслуживающего жалости. Нет ни одной семьи, которая не потеряла родных и близких, не лишались по их вине жилья и имущества. Чеченский народ мог прекратить свое существование, если бы президент России Владимир Путин не доверил известному во всем мире религиозному деятелю, бывшему муфти Ичкерии Ахмаду Хаджи Кадырову, возглавить борьбу с этим злом, руководить республикой, начать процесс его возрождения. Молодой глава региона уделяет внимание безопасности каждого жителя республики. В этом плане были задействованы все ветви власти. И, конечно, духовенство, которое в этой работе занимает четкую, ясную и однозначную позицию. Религиозные деятели днем и ночью в мечетях, в коллективах, в учебных заведениях разъясняли, что такое экстремизм, ваххабизм, терроризм. Они, рискуя собственными жизнями, публично проклинали тех, кто встал на путь террора. Тогда народ Чечни полностью отвернулся от боевиков. Они лишились малейшей поддержки. Это ускорило их ликвидацию и полностью прекратило процесс ухода в лес молодежи. Благодаря той активной работе, взаимодействию, которое сегодня существует со всеми субъектами профилактики республики, значит, заметно в республике улучшилась ситуация именно связанные с выездом молодежи в Сирийскую Арабскую Республику. Я уже не говорю, вообще вопрос не стоит сегодня о том, чтобы куда-то они уехали или ушли в лес. Вот таких моментов в республике вообще нет. И я говорю, это результат той огромной работы, которая проводится антитеррористической комиссией Чеченской Республики во главе председателя этой комиссии Рамзана Ахматовича Кадырова. Сегодня в регионе почтили память героев, погибших в борьбе против терроризма и насилия. Представители общественности республики собрались на площади имени Ахмата Хаджи Кадырова. Студенты, школьники, представители власти, молодежных организаций и общественной палаты возложили цветы к монументу вечной памяти. Говорили о подвигах и о людях, благодаря которым республика смогла возродиться из пепла, став одним из самых надежных и безопасных регионов. Чеченская республика смогла противостоять этому злу и победить в нем. Но это удалось очень тяжелой ценой. Тысячи людей, тысячи мирных жителей, тысячи работников правоохранительных органов легли в этой борьбе. И сегодня мы собрались здесь с тем, чтобы почтить их память, с тем, чтобы молодежь помнила всегда их подвиг, помнила всегда, что наше будущее, что их будущее и будущее наших детей
защитили как раз-таки эти люди. Борьба с терроризмом – это ведь не только спецоперации силовиков, но и осознание обществом угрозы, которую несут в себе экстремисты. Ключом к победе над террором в Чеченской республике стало именно объединение власти и общества. И сегодня перед республикой стоит другая не менее важная задача – воспитать молодежь так, чтобы террористы здесь никогда не смогли найти почву для пропаганды своих идей. Луиза Андиева, Хаважи Мунаев. Новости. В Мекку вылетела очередная группа паломников. Более 200 человек совершат хадж в священном месяце Зуль-Хиджа. Для большинства из них богоугодное дело стало возможным благодаря поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чечни. Лариса Джабраилова продолжит. Сегодня они чувствуют себя самыми счастливыми людьми на свете. Через несколько часов самолет из чеченской столицы доставит их в Саудовскую Аравию, где верующие смогут исполнить заветную мечту каждого мусульманина – совершить хадж. حج در الله دالا فرض دين تدل دخور بوصل بستجنا زوجنا بخيتر وعلى هذا الشغل. تاقة إذا نيقي حار نسقاتشون طبعا س حج سوى غير مثلا نيقي حارة تجوغا نسق بوش ورقصو حج ده حج ديحكا وغا أتو بوش ورقصو سونسون بوقا خلا دال مالاش دقرة ديل ريس خلا باخ اشتغور وي باتشع بيوخش وي موخ بيوخش Аймани Межидова давно мечтала совершить паломничество, однако такая возможность появилась только в этом году. Сейчас женщину переполняют эмоции. Она благодарит главу республики за возможность исполнить свой религиозный долг. Наземных маршрутов в этом году не предусмотрено. Все паломники отправятся в Медину авиарейсами из Грозного. Для них по поручению Рамзана Кадырова созданы максимально комфортные условия. Хадж – путешествие в сердце ислама. Для каждого мусульманина это такая же обязанность, как и свидетельство веры, намаз, пост и закят. Но только при условии, что благосостояние и здоровье верующего позволяет ему совершить паломничество в Мекку. تاغنا متأحر رئيس حاجة تدعيها قوي حاجة يدعبها وتحاجة وشنوقها إشتا شش موسو خينا حق ما بخيت ترى وي باتشع رمزان حاجة سنان أيماني حاجة ديل رئيس غيل سنة سارة شيء ترى خا حاجة ناه باغتنا بعنشكاه إناخ تاغنا حاجة بخيتر تحسك حاجة وخيتر تيجي دعوة عن سو حاجة لدشخينا عمرت دشخينا سوين يوشل العمل عبادة يال إذ وخيتين شو نعيز شو دال ونا شيء سو وخيتني ع ترانا إذ ميل دوخ ساعدو ميل بوخ بول بويز هنتسال سهو شر نشكع إزر نشكع نخ إزر نشكع بع نشكع نا حاجة سايخيتوش بقي برش كجي برش بغز برش زعب برش مصو أورا إذا حاجة سبوش دقي ديكنش سردا دي ويتسان ديل ريز غيلا بو ويقام عالش دشا دال قبول ساعدويل Исполнить свой религиозный долг с каждым годом стремятся все больше жителей нашей республики. В этом году священные земли Аравии посетят свыше 1500 жителей Чечни. Лариса Джабраилова, Рамзан Жамбеков, Ислам Расуев и Луиза Юнусова. Новости. Проект «Еще одна мечта» подарила детям незабываемый праздник. Сотрудники регионального фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова подготовили для ребят из малоимущих семей развлекательную программу и подарки. Малыши получили одежду, обувь, игрушки и многое другое. В торговом центре «Минутка» для них с концертом выступили звезды чеченской эстрады. Вот уже несколько лет проект «Еще одна мечта» заботится о самых маленьких и дарит им неизгладимые воспоминания. Напомним, что такие концерты проходят каждую субботу. Пришел со своими детьми, у меня их 7, им очень нравится этот концерт. Хотелось бы каждую субботу или воскресенье, чтобы повторилось это. Очень детям понравилось.
Чем еще запомнился этот день в республике, расскажет Розана Цамаева. Сегодня в селе Комсомольское Грозненского района состоялось торжественное открытие новой школы номер 2. Учебное заведение рассчитано на 480 посадочных мест. В новом здании созданы все условия для полноценного образовательного процесса. Оборудованы классные комнаты, столовая, медицинский кабинет и спортивный зал. На важное мероприятие приехали и министр образования Исмаил Байханов и руководитель района Бекхан Хасиев. Первый президент Чеченской республики Алразу Полбуду Ахмад Хаджи всегда говорил о том, что будущее народа в образовании, в культуре и в духовном развитии нации и народа. Следуя его пути, глава Чеченской республики, герой России Рамзан Ахмадович Кадыров максимально прикладывает все усилия для того, чтобы в нашей республике постоянно, динамично развивались все отрасли. Нет ИГИЛ. Мероприятие под таким лозунгом прошло в 20-й школе Грозного. Активисты патриотического клуба «Ахмат» вместе со школьниками вышли на улицу, чтобы выразить свою солидарность в борьбе с бандитизмом. Здесь вспоминали жертв различных террористических актов. Сегодня важно не поддаваться на уловки лжеидеологов и всегда помнить о том, какими жертвами достигнут мир в регионе, подчеркнули здесь. Если мы будем четко понимать, насколько это большое зло, если мы будем помнить и идти по пути Ахмада Хаджи Кадырова, то мы уже сумеем отстоять наше благополучие в нашей республике. Жертв террористических актов среди гражданского населения, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, почтили в Шилковском районе. На улицу вышли десятки жителей района с плакатами и транспарантами. Таким образом, участники акции проявили солидарность в борьбе против насилия и терроризма, а также поддержали курс, выбранный руководством республики. Студенты Российского исламского университета имени Кунта Хаджи Кишиева во главе с ректором посетили известные зиярты республики. Директор департамента по связям с общественными и религиозными организациями Ризван Дадаев рассказал им интересные факты о мюридах и родственниках Эвлия. Студенты также смогли увидеть предметы одежды и быта устазов. В святых местах собравшиеся совершили религиозный обряд зикра и сделали дуа за мусульманскую умму. По всей стране стартовала акция «Вода России». В ее рамках проходят масштабные субботники на всех водоемах. В стороне не осталась и Чеченская республика. На очистку самого популярного места отдыха жителей Мартанчу вышли сотрудники лесничества и администрации Урус-Мартановского района. Берег реки Мартанка преобразился буквально за пару часов. Как прошла санитарная акция, расскажет Мака Татаева. С очистки берегов Мартанки стартовала в Чеченской республике всероссийская акция «Вода России». Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды определены малые водные объекты, чьи берега в первую очередь нуждаются в очистке. К ним относятся реки Нитхой, Мартан, Белка, Хулхулау, Ямансу, Бас и Шаро-Аргун. Сегодня мы здесь проводим общероссийскую акцию под девизом «Вода России». Значит, по поручению министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской республики Тимирханова Саида Магомеда Магомедовича нами был составлен план проведения этой акции в 8 муниципальных районах нашей республики. В дальнейшем мы планируем эту акцию проводить периодически во всех районах нашей республики. И сегодня мы проводим в Урус-Мартановском районе. И следующая акция сегодня будет у нас в Ачхой-Мартановском районе. Чтобы сделать места отдыха горожан чистыми, на уборку территории берега вышли представители местных властей, лесничества и общественники. За небольшой промежуток времени участники акции собрали 16 мешков мусора. Таким образом, участники акции подают пример отдыхающим. Общероссийские акцию «Чистая вода», «Чистый берег», акция «Хатана», «Юртернаха», «Лесхоз», районной администрации аэродром. Мусор иш халахо диакандарт хотана где-то 4-5 кубов мусора хагулина и трактор теюаттан огдаятан ишта хокказ гада мялячана визандел реза хул. Также в Ачхой-Мартановском районе порядка 30 человек, вооруженных необходимым инвентарем, перчатками и мусорными мешками, убирали территорию водоема от бытового мусора. Принять участие в экологическом субботнике изъявили желание и ученики местной школы.
Yere o xil diziş dezi humadu. Tahan urs martan, açkoy martan şirey on задействовать яшкылы бахер таюрт туюк яхна. Дальнейшем давам ула акции ешса хулят хоткаш дух тхайхицан деш тхайхистош анеш болбадага. В основном этот мусор – результат активного отдыха недобросовестных жителей, оставляющих после себя бутылки, обертки из-под еды и много других бытовых отходов. Сейчас территория вдоль реки чиста. Традиция по очистке берегов, улучшению экологической обстановки на водных объектах будет продолжена и в следующем году. Мака Татаева, Хаважа Мунаев, Магомед Шатаев. Новости. Это все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами.